Рафаэль Сабирович, здравствуйте. Здравствуйте. В это воскресенье стартует главное культурное событие мая – это Нуриевский фестиваль. Билетов традиционно уже нет в открытой продаже. Как идет последняя подготовка в эти дни? Есть такие столбы конструкции, в развитии театра. Это наших два основных фестиваля – Шаляпинский, Нуриевский, в котором такая ответственность достигается по максимальному, потому что в этот момент, как правило, мы представляем лучшие спектакли. И, как правило, мы начинаем фестивали с новой продукции. Это колоссальный риск, колоссальная ответственность. И, естественно, если это получается, ты получаешь это удовлетворение, мотивации, во имя чего, конечно, существует. И мы творим громадный большой коллектив, работает над созданием спектакля. Фестиваль ведь уже проходит в 37-й раз. И это огромный период жизни, так скажем. Немногие фестивали могут пройти такой долгий путь. Вот если оглянуться вообще назад, заглянуть в историю, что можете сказать об этом пройденном пути? Какие были сложности, какие были успехи? Все сложности были связаны прежде всего, конечно, то, что закончился Советский Союз, и началось построение нашего нового общества. В то же время мы сохранили весь практический потенциал художественный, потому что при всем при этом, при тяжелейших условиях, руководство республики всегда максимально последовательно поддерживало финансовую поддержку театра. И задача вызвать этот восторг. Практически у нас получалось, конечно. Мы знаем, что программа достойная, есть и классика, и премьеры, и историческая «Золотая Орда». Хотелось бы узнать, чем согреете искушенного казанского зрителя в этот холодный май. Наше направление – классический романтический балет. И без шедевров, которые созданы, отобраны временем, спектакли не могут не быть. Поэтому все эти спектакли – «Баядерка», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Корсар», я только перечисляю, «Иокинф», «Золотая Орда» – это наши авторы. Если говорить о премьерах, хочется узнать, почему «Грек Зорба», почему «Питерский вне времени»? Ты всегда смотришь, а что дальше? Что дальше ставить? Как появился «Грек Зорба»? Я говорю, поищи, у кого авторство сейчас находится. У меня и в мыслях нет, что хореограф еще может быть жив. Он приходит на следующий день и говорит, а хореограф-то жив. Как жив? Так, 78 лет. Я говорю, давайте, работаем. Чувствуем, что идет постоянное переплетение с самим Рудольфом Нуриевым, и что в программе будет созвучным со стилем самого Нуриева. Связь практически во всем классическом репертуаре, золотом фонде, который накопил история балета. Все эти спектакли Рудольф Нуриев танцевал, а некоторые даже и ставил. Рафаэль Сабирович, иногда мы слышим и читаем критику по поводу афиши и качества репертуара. Чем вы можете ответить лично и, конечно, программой Нуриевского фестиваля? Вы знаете, нас критикует только одна газета – это «Бизнес онлайн». И поверьте, я не могу опускаться до такого уровня воинствующего невежества. Они создают свой спектакль, а мы создаем свой. И в этом наша сила. Я вас благодарю за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До встречи.